Здравствуйте, уважаемые коллеги! Начинаем наше первое заседание. Приветственное слово предоставляется Марине Анатольевне Габовой. Добрый день, уважаемые коллеги! Мы продолжаем серию установочных собраний республиканских методических объединений. И сегодня у нас установочное собрание Республиканского методического объединения учителей математики. Вам предстоит серьезная задача. Вам необходимо будет выработать стратегию работы вашего республиканского методического объединения. Вам необходимо будет утвердить положение о вашем республиканском методическом объединении. Вам необходимо будет определить задачи вашей деятельности. Республиканские методические объединения создаются с целью методической поддержки педагогов, с целью совершенствования качества образования в Республике Коми. Я желаю вам плодотворной работы и передаю слово председателю Республиканского методического объединения учителей математики Ольге Васильевне Денковой. Спасибо. Тема сегодняшнего нашего первого собрания – это организация деятельности Республиканского методического объединения. Рассмотрим повестку собрания. Кроме приветственного слова, нам сегодня предстоит рассмотреть следующие вопросы. Роль методических объединений педагогических работников развития системы общего образования Республики Коми. Докладчиком являюсь я, Генкулова Ольга Васильевна, председатель Республиканского методического объединения, кандидат педагогических наук, доцент кафедры физико-математического и информационного образования СГУ имени Петерима Сорокина. Вторым вопросом на повестке собрания у нас будет обсуждение проекта положения о деятельности нашего создаваемого Республиканского методического объединения учителей математики. Докладчиком будет Косолапова Светлана Васильевна, руководитель муниципального объединения учителей математики Сыктывдинского района и учитель математики Выльгарской средней школы номер 2. Третий вопрос будет связан у нас с выбором совета или актива Республиканского методического объединения учителей математики. Ну а последним вопросом мы рассмотрим план, возможный, который мы вам предлагаем, заседаний на 2017-2018 учебный год. Ну и если получится и будут вопросы, мы ответим на поступившие нам вопросы. Переходим к вопросу роль методических объединений педагогических работников в развитии системы общего образования Республики Коми. Уважаемые коллеги, как вы уже поняли, в нашем регионе создано Республиканское методическое объединение педагогических работников, в частности учителей математики. И кратко оно получило название РМО учителей математики, поэтому мы будем использовать эту аббревиатуру сегодня очень часто. Оно было основано на основании приказа Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми как структурное подразделение Республиканского учебно-методического объединения в системе образования Республики Коми. Организационное, техническое, методическое и информационное сопровождение деятельности РМО обеспечивает Коми Республиканский институт развития образования, КРИРО, который вы все прекрасно знаете и не раз, наверное, здесь бывали. И знаете, чем оно занимается, чем оно полезно. Все мы понимаем, что сегодня наше образование переживает не самые легкие времена. Поэтому создается такое объединение, которое призвано собрать всех учителей вместе, рассказать о лучших практических достижениях отдельных учителей Республики Коми, о работе отдельных школ и так далее. Мы надеемся, что с вашей помощью мы соберем лучшие и хорошие методические материалы для обучения учащихся, ответим на интересующие вас вопросы и просто сумеем помочь вам в вашем нелегком благородном труде. Таким образом, целью РМО учителей математики является активизация деятельности педагогических работников по обеспечению развития содержания и методики преподавания учебного предмета математика в Республике Коми. Далее я ознакомлю вас с планируемыми функциями РМО. Они представлены на слайде, но я вот еще зачитаю их. Во-первых, РМО будет заниматься презентацией лучших практик учителей, эффективных технологий, методов и средств обучения математике.
Будет заниматься организацией общественного обсуждения учебно-методических комплектов, учебных пособий, учебников в печатном и электронном виде, электронных приложений к ним, других учебно-методических материалов в соответствии с целями и задачами предмета. РМО будет содействовать вовлечению педагогов в научную и публикационную деятельность через развитие и проведение исследований. Также РМО будет заниматься организацией и проведением экспертизы научно-методических, учебно-методических разработок, инновационных программ и проектов, учебной и учебно-педагогической литературы по запросам и заявкам заинтересованных физических и юридических лиц в рамках компетенции РМО. Оказывать помощь муниципальным методическим объединениям учителей в изучении эффективности и результативности применения технологий, методов и средств обучения, в том числе в рамках предпрофильной подготовки и профильного обучения. Организовывать интеллектуальные конкурсы, предметные олимпиады по математике для обучающихся. Но это мы планируем, но пока задачи еще и такие тоже ставятся. Рассмотрим, как будет происходить управление этими методическими объединениями. Республиканское методическое объединение учителей математики организует работу и дает рекомендации руководителям муниципальных методических объединений учителей. Они, в свою очередь, обязаны донести информацию в школьные методические объединения. Ну и руководители школьных методобъединений ведут работу непосредственно уже с учителями математики в своих школах. Таким образом, Республиканское методическое объединение входит в структуру Республиканского учебно-методического объединения, создается Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми и осуществляет свою деятельность в соответствии с разработанным положением. Проект положения разработан, и его можно будет прочитать на портале «Открытое образование Республики Коми». На сегодняшнем заседании мы кратко ознакомим вас с этим положением. Слово предоставляется Косолаповой Светлане Васильевне. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Рассмотрим кратко некоторые пункты положения о Республиканском методическом объединении учителей математики. Ну, во-первых, кто может быть членом методического объединения? Республиканское методическое объединение в обязательном порядке входит руководители муниципальных методических объединений учителей математики, а также на добровольных началах могут входить педагогические работники общеобразовательных организаций, организаций дополнительного профессионального образования по роду своей деятельности, связанной с содержанием учебного предмета математика. Рассмотрим деятельность методического объединения. Во-первых, это организационная деятельность, которая включает в себя разработка плана работы, подготовка заседаний, организация сетевого общения членов методического объединения между собой. Во-вторых, предполагается, что методическое объединение будет оказывать методическую помощь учителям математики, а именно консультировать по интересующим вопросам, разрабатывать методические рекомендации, будет принимать участие в разработке интеллектуальных конкурсов, олимпиад для учащихся, будет организовывать обсуждение новых учебно-методических комплектов по математике, будет проводить экспертизу методических разработок, инновационных программ и проектов. В-третьих, Республиканское методическое объединение призвано содействовать профессиональному развитию педагогических работников. Далее мы представим вам формы организации деятельности. Деятельность методического объединения организуется в следующих формах. Заседания с использованием видеоконференц-связи, участие представителей Республиканского методического объединения в заседаниях муниципальных методических объединений, публикационная деятельность, методические, практикоориентированные семинары и конференции различного уровня по актуальным проблемам модернизации общего образования, тематические и организационные вебинары в виде конференции. Кто будет осуществлять управление деятельностью РМО, учителей математики? Руководителями методического объединения являются председатель, заместитель председателя,
секретарь. Состав методического объединения утверждается приказом Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми. Руководство деятельностью методического объединения осуществляет председатель. Срок полномочий председателя составляет 2 года. Председатель методического объединения осуществляет общее руководство текущей деятельностью методического объединения, отчитывается по результатам деятельности на заседании Республиканского учебно-методического объединения. Заместитель председателя помогает вести организационную работу. Секретарь обеспечивает информационное взаимодействие с членами методического объединения, ведет протоколы. Заместитель председателя и секретарь избираются из состава членов Республиканского методического объединения открытым голосованием. Заседания проводятся не реже 4 раз в год. Решение оформляется протоколом, который подписывается председателем и секретарем. Ну, это мы представили вам краткое положение, да, как бы немножко в упрощенном варианте, чтобы не так было скучно его слушать, а более подробные и правильно сформулированные положения вы можете посмотреть на сайте и ознакомиться с этим, потому что это только проект положения, и само положение еще будет только принято на дальнейших заседаниях. Дальше, следующий вопрос, который мы должны будем с вами рассмотреть, это выбор совета РМО учителей математики. Под советом РМО учителей математики мы будем понимать актив методического объединения. В состав этого актива или совета РМО будет входить председатель. Значит, ну, как вы поняли, председателем являюсь я вот, назначена на данный момент. Его заместитель, значит, заместителем на данный момент назначена как раз Косолапова Светлана Васильевна, так, и секретарь. Также мы предлагаем включить в состав совета или актива РМО руководителей муниципальных методических объединений, а также учителей математиков, имеющих опыт работы, достижения, активных, неравнодушных и желающих с нами сотрудничать. Список членов совета РМО или актива нашего, получается, будет уточнен позднее и будет со временем пополняться и корректироваться естественно. В качестве секретаря РМО на этот учебный год мы предлагаем избрать Поздееву Валентину Тимофеевну, которая тоже присутствует у нас здесь, на этом заседании, которая является заместителем директора по учебной работе школы номер 12 города Сыктывкара, учителем математики и информатики. Мы представляем эту кандидатуру для обсуждения и, значит, думаем, что эта кандидатура будет утверждена. Так. Ну, я думаю, все понятно по поводу, что такое совет и кто там будет находиться. Поэтому готовимся к сообщениям, к нашим информационным сообщениям, на которые нужно будет откликаться и помогать нам в работе. Далее, переходим к 4-му вопросу. Утверждение плана заседаний на 2017-2018 учебный год. Так, представит Светлана Васильевна. Ну, первое заседание у нас сегодня состоялось, организационное. Второе заседание будет по теме «Особенности организации наставничества с целью повышения профессиональной компетентности молодого учителя», которое состоится в декабре 2017 года. Тема 3-го заседания – «Работа с одаренными детьми». Планируется на февраль 2018 года. 4-е заседание – «Исследовательская проектная деятельность учащихся». Планируется в конце марта, на каникулах весенних 2018 году. Мы хотим сказать, что это пока только проект плана, и он тоже будет размещен на портале, где можно будет с ним ознакомиться. И хочется только сказать, почему были выбраны именно эти темы.
Темы были выбраны потому, что нашлись первые участники, которые пожелали рассказать о своем опыте и поделиться им. Ну, естественно, этот план может быть и изменен. Поэтому мы представляем его также для обсуждения. Так, ну и в заключении мы хотим сообщить, что в Республике Коми создан портал, который называется «Открытое образование Республики Коми». Я прошу тех, кто слушает, записать, пожалуйста, эту информацию и войти, значит, на этот портал и посмотреть, как он устроен, потому что там как раз можно будет найти раздел «Республиканские методические объединения», так, ну и, соответственно, в разделе «Математика» получить всю эту информацию, которую вы сейчас слышите. Поэтому первое задание членам Республиканского методического объединения, всем тем, кто зарегистрировался, и руководителям, донести до всех учителей математики о действиях портала «Открытое образование», ну а также зарегистрироваться в Республиканском методическом объединении. На портале будут размещаться полезные документы и методические материалы по мере их появления. Все материалы будут проходить экспертизу. Ну и, как мы предполагаем, экспертизой будут заниматься как раз наш актив, Совет Республиканского методического объединения. И также будет организована там предметная дискуссионная площадка. Там можно будет найти всевозможные полезные документы, ссылки на какие-то интернет-ресурсы, которые вы можете использовать в своей работе. Ну и представленные на сегодня документы также будут выложены на портале «Открытое образование Республики Коми». Ну, пришло время вынести решение собрания членов Республиканского методического объединения учителей математики. Значит, вот мы подготовили вот этот проект, который еще нужно будет обсудить, и мы надеемся, что вы проявите активность и напишите нам. Значит, я зачитаю проект. Первое. Утвердить проект положения о Республиканском методическом объединении учителей математики и представить к обсуждению на портале «Открытое образование» до 3 ноября 2017 года. Второе. Утвердить проект плана заседаний Совета Республиканского методического объединения учителей математики и представить к обсуждению на портале «Открытое образование» также до 3 ноября 2017 года. Внести уточнения в список членов Совета, как я сказала, актива Республиканского методического объединения учителей математики и представить к утверждению в Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми до 3 ноября 2017 года. Так, ну что, вот, пожалуй, и все, что мы хотели вам сказать на этом собрании. Может быть, у нас есть какие-то вопросы? Давайте. Добрый день, уважаемые. Значит, у нас поступили следующие вопросы. Добрый день, уважаемые коллеги. Вопрос: сколько раз, с какими вопросами можно приглашать на заседание методического объединения муниципального уровня? Это научное, да? Научное заседание по желанию. Вот сегодня у нас присутствует 2 активных члена, вот вы их видите. Мы очень рады, что к нам пришли, но это совсем не обязательно. Но очно, когда приходит очно, наверное, это тоже очень хорошо, потому что нам могут помочь коллеги ответить на ваши вопросы. Поэтому это не обязательно. Так, один, да, вопрос? Так, ну что, спасибо за такой вопрос. Мы очень рады были начать с вами работу. Надеемся, что вы нас поддержите, примите активное участие, потому что, наверное, это хорошо, что создается такой актив, и что мы можем помочь друг другу, потому что учителя сейчас разрознены, им некогда делиться друг с другом, так скажем, встречаться, используя вот такие вот современные средства, видеоконференцию. Если они не очень большие, то это очень удобно, я думаю. Спасибо всем за внимание. Желаю всем успехов. До свидания.